Любителей просто пострелять здесь нет. Для юных стрелков 16-17 лет это спорт с самой серьезной подготовкой и строгими правилами. Концентрация, меткость, наблюдательность, стойкость. Без этого шансов на победу нет. В рядах самых выносливых больше половины девушки. И уже доказали, что стрелять могут не только глазками. Стрельба – это спорт, который очень сильно зависит от психологии. Если ты слаб духом, то, скорее всего, в стрельбе тебе делать нечего. Интересно, что ты каждый раз работаешь сам с собой. То есть ты даже на соревнованиях думаешь не о том, чтобы там занять место какое-то и так далее, а именно о том, что вот ты работаешь с собой, ты показываешь результат, ты превосходишь себя. Я всегда с собой беру. Кто-то видеокамеру, а у профессионалов-стрелков почти 20-килограммовая сумка, ботинки, валики, подставки, ну и, конечно, спортивная амуниция. У каждого спортсмена своя экипировка. В такой стрелковой куртке чувствуешь себя как в скафандре, но она позволяет удерживать оружие, разгружает мышцы спины. Такую же поддержку оказывают и стрелковые брюки, а специальный козырек защищает зрение от света. На площадках финального этапа всероссийских соревнований по пулевой стрельбе 170 спортсменов со всей России. Сегодня первый зачет. Борьба в 3 тирах. Стрельба из пневматики на расстоянии 10 метров, на другой площадке 25 метров из пистолета, а на третьей максимальная дистанция в 50 метров из малокалиберной винтовки. Из положения лежа, стоя и опираясь на одно колено. Проводится 10 дисциплин. Все они являются олимпийскими. Их стреляют на Олимпийских играх. Вот, в Токио 2020 года все эти дисциплины будут представлены. К олимпийским дисциплинам готовят олимпийские чемпионы. Будущих стрелков берут в спорт уже с 10 лет. Смотрим на физические кондиции, естественно. Я, так как у меня специализация винтовка, я смотрю, чтобы ребенок мог удержать оружие. Пока итоги лишь промежуточные, а имена победителей соревнований будут известны 31 июля. Юлия Муратова, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань.